Здравствуйте, меня зовут Борисова Анита. Я представляю мое исследование. Тагын-Тархан – национальный культурный герой якутского народа. Образ в истории, культуре и в искусстве. Актуальность исследования обусловлена потребностью якутского общества в образах сильных лидеров, объединяющих якутский народ. Я ознакомилась с этими материалами, приняла участие в съемках кинофильма Никиты Аржакова «Тагын-Тархан» и хочу поделиться своими мыслями. Результаты исследования. Тагын-Тархан – реальный человек и жил в средние века, в эпоху Кыргыз-Юйге, время войн. Происходил от легендарного предка якутов Элея, был сильным правителем, объединял улусы, обладал большой физической силой, имел тучные табуны, большую семью. Его род был господствующим, он считался одним из прародителей якутского народа. Образ Тагына воспет во многих преданиях и легендах, передававшихся из поколения в поколение. Из фольклора он перешел в литературу. Ему посвятили свое сочинение русский писатель Матвей Александров, анекдотист Сафронов «Лампа». Широко известен роман якутского писателя Василия Яковлева «Далана. Тагын-Тархан». Популярность получила песня Адама Скрябина «Со времен старца Тагына», которая объединила якутских повстанцев в начале XX века. Якутские художники Заксей Парников, Мария Иннокентьева, Юрий Голиков воплотили образ могучего правителя в своих живописных картинах. Наиболее ярко образ Тагына был раскрыт средствами киноискусства. Фильм Никиты Аржакова «Тагын-Тархан» по мотивам одноименного романа «Далана» имеет большой успех на республиканском, российском и международном уровнях и получил положительные отзывы и стал лауреатом нескольких киноконкурсов. Режиссер сохранил основные сюжетные линии романа, придав форму современные черты и приключенческий характер. Он смог воплотить образ сильного правителя и национального лидера, объединившего якутский народ. Этот образ всегда будет привлекать творцов культуры и искусства. Они будут создавать новые интересные произведения о жизни Тагын-Тархана и его роли в судьбе якутского народа. Спасибо за внимание. До свидания.